Нельзя заразиться ни воздушно-капельным путем, да, ни контактно-бытовым путем, ни через укусы насекомых. В 2023 году в мире насчитывалось около 40 миллионов человек, живущих с ВИЧ. СПИД и ВИЧ уже давно вышли за пределы маргинальной среды. Болеют старшие, молодежь и даже дети, объясняют студентам. Любые манипуляции, которые происходят с нарушением целостности кожных покровов, могут, значит, если ВИЧ-инфицированная кровь попадает на пораженную кожу так, или во внутренние среды организма, то человек может заразиться. Предупрежден, значит вооружен. По информации Роспотребнадзора, ежегодно в России проводят более 45 миллионов обследований на ВИЧ. Есть такая возможность и учащихся колледжа. Всего за 10 минут каждый из них может узнать свой статус. Магомед Цицкиев тоже решил не упускать случаи, потому что здоровье превыше всего. Подробно Подобные лекции в колледже проводятся часто. Сотрудники антиспида призывают молодых людей огородить себя от различного рода пагубных привычек. Очень мало информации, но то, что нам сегодня рассказали, было очень полезно для нас. СПИД – это неизлечимая болезнь. Для ее профилактики необходимо сдавать кровь хотя бы раз в год, следить за своим здоровьем. И, в принципе, не только из-за СПИДа, но и от других болезней. И важно сохранять здоровый образ жизни. Каждую минуту на планете заражается 5 человек. Благодаря научным достижениям антиретровирусная терапия позволяет людям с ВИЧ жить полноценной жизнью, а профилактика снижает риск передачи вируса. Однако Всемирный день борьбы со СПИДом – это напоминание о том, что эпидемия еще не побеждена. Республиканский центр по борьбе со СПИД инфекционными заболеваниями зарегистрировано 1596 человек. Из этого количества 4 человека иностранных сдают кровь. Объясняем, насколько это важно, какие пути передачи, чтобы он вел себя безопасно, чтобы не было у него передачи. Объясняем, насколько это важно, знать больше про ВИЧ-инфекцию. Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России направлена на то, чтобы к 2030 году это заболевание перестало быть угрозой общественному здоровью. Тамара Хшагульгова, Мухаммад Яндиев, Магаз 24.